В Башкортостане ищут наставников для воспитанников детских домов. Статистика такова, что чаще в семьи забирают малышей, а подростков почти никогда. Но им тоже нужен взрослый человек, который поможет советам, выслушает и даже станет почти братом или сестрой. Подробности у Лилии Курбановой. Жизненные планы у Вадима такие же последовательные, как правила игры в дженгу. Только достичь их школьник планирует без потерь. Мальчик мечтает погрузиться в мир киберспорта и проводить стримы. Это уже в ближайшем будущем. После твердо решил, откроет свой бизнес. На пути к достижению целей какой следующий шаг правильнее? Вадим всегда советуется со своим наставником. Это взрослый человек, который становится другом или старшим братом, или сестрой для ребенка из детского дома. Наставники, они... В первую очередь, в моем понимании, они думают, допустим, надо ухаживать за ним, следить, помогать ему. А когда это уже все наяву происходит, мне кажется, наставник, он сам становится тебе другом и разговаривает на твоем языке, обсуждает то, что действительно тебе важно. Не в той ситуации, как учитель, а как действительно друг и опора. А что, Свет, я тебя так люблю? А что тебе важно? Это в первую очередь понимание. Подопечных из детдома наставники называют младшими, как будто братьев и сестер. У Алины и Тани почти так и получилось. В маленькой девочке уже взрослая девушка нашла словно свое отражение. Прям с первой встречи мы прям познакомились, поплакались, поняли, что мы очень похожи. Самый... Наверное, такой трогательный был момент, у меня даже голос задрожал, когда я увидела у Тани в телефоне, по-моему, на вторую встречу, как я подписана, там было написано «Солнышко». Суть именно в том, что наставник – это не родитель или воспитатель, не сверху вниз, а рядом. Это друг, но уже с жизненным опытом. Прохождение тренингов ни к чему не обязывает. Это такая просветительская деятельность. Мы приглашаем. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знало, что дети, проживающие в детском доме, это такие же обычные дети. Просто они живут не в семье, а у них такая большая семья, где много-много других детей. У них, к сожалению, нет своего такого взрослого. Потому что воспитатель, он на всех, и поэтому наставник может стать этим единственным, только для него, взрослым. Наставников ищут по всей республике. Например, особенно их не хватает в Учелинском районе. Недостаток и в Уфе. Леша Муратов тоже мечтает о старшем друге. Чтобы пришел со школы, что-нибудь не то это сделал, чтобы поговорить можно было, чтобы еще что-нибудь так вот. Для того, чтобы стать наставником, есть условия. Возраст от 24 лет, прохождение медицинской экспертизы и 2 тренингов. Этого достаточно, чтобы изменить чью-то жизнь. Лилия Курбанова, Булат Закирьянов. Новости. Уфа.